Так, мы готовы. Третий день чемпионата республики Саха-Якутия по мини-футболу, первая лига. Встречаются команды Якутск против Жатая. Уже второй матч. Первый матч закончился счетом. Так, 4-3, да, вроде? Да, 3-4. 4-3 победили студенты команды Горного. Горный закончил групповой этап. По крайней мере, пока что. И потом завтра, послезавтра будут играть они за места с 7 по 10. Жатай играет в белой форме и Якутск в синей. Многие игроки тут являются сокомандниками по высшей лиге. Почти все, да, игроки играют в высшей лиге, получается. За Ирбис. Второй номер бьет. И добивания нет. Не попадает практически в пустые ворота. 10 номер. И побежал Ведерников. Хороший был момент. Номер 10. Ксимкан получает мяч. И упускает мяч. Напишите в комментариях, кто за кого болеет, свои прогнозы. Зубарев Никита дает пас. Получает обратно. Сам может пробить. Центр дает. Отсюда. Второй номер. Попытался ударить с острого угла и на угловой мяч переводит. Это Жатая. Обязательно смотрите файл, который вот в описании видео. Хороший дальний удар. Забивает номер 5. Каурдаков Дмитрий. Да, четкий удар, ничего не скажешь. Красота. Каурдакова. Сразу заменяется команда Якутск. А Жатай сразу пошел отыгрываться. Выпускает 5-го. О, да, Александр Ланг, 10 номер. Вот с манишкой. Козырь Александр. Симкан с мячом. Козырь Александр вот теперь с мячом. Ну, в расписании это же такое. Всегда все опаздывают. Последний матч уже даже на полчаса опаздывают. Но в расписании стоит 11:15, Жатай Якутск. 10 в расписании стоит студенты против Горного. Они в 10 и начали. Соколов. Да, вот в том файле есть все расписание, все результаты матчей, таблица даже и составы команд. Ага, отбор. Козырь. Кан упал, но фола нет, видимо. Ведерников теперь в подкате. Да, и врач вот сразу готов. Дежурит. Ярослав Соколов, номер 14. Денис Юргин, номер 13. Александр Ефремов, номер 3. Сейчас на поле вот номер 12. Это Калачиков. Соколов Ярослав. Номер 3 Ефремов Александр. И тоже это номер 13. Юргин Денис. Врач оказывает помощь Максиму Кану.
Также вот Ведерников на поле. Да, номера вот взяты с протокола первого матча, так что номера вот прямо сейчас, по-моему, у них другие. А нет, Ведерникова тот же самый 13 номер. Так, 7-й у Козыря. Так, да, все верно. Кан 8-й, да. Все одели форму с первого матча. Ошибается Соколов в приеме. И уже Жатай владение. Да, Жатай снова выпускает 5-го. Хотят они побыстрее отыграться. Не согласны они проигрывать. Александр Ланг с мячом. Закидочка вперед. Принимает мяч номер 17. Максим. Отправляет мяч Ведерникову Николаю. Обязательно подписывайтесь, потому что в 3 часа нас ждет заречное дерби. Дальний удар по пустым воротам, но мимо. Горные, к сожалению, да, проиграли. К сожалению, фанатов Горного. Уступили студентам со счетом 3-4. Горный завершил групповой этап с активом в 1 очко. Ничего не сыграли. Один раз, и все остальные матчи уступили. Ну, группа была сложная, сразу скажем. Якутск и Усялдан играть было сложно. Они все свои матчи выиграли, своих соперников. Ну-ка, 10 номер. Не смог он нанести хороший удар. Чикир Илья. Пошел вратарь сам. В атаку идет. Можно пас отдавать на дальнюю штанге. Покинул мяч в поле. Никита Зубарев отдает мяч Каурдакову. Каурдаков уже Чикир бьет издали. И ловит вратарь. Также Тая. Видимо, Колесник Данил, да? 22. Ну, потому что номера на форме нет вратаря. Оу, не смог хороший удар нанести номер 2. Да, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто играет под номером 2 города Якутска, потому что в первом матче в заявке второго номера не было. Видимо, под другим номером играл. Зубарев. Чикир. Оставляет Зубарев. Зубарев бьет издали. Счет 1-0. Ну, сейчас времечко будет. Давайте запишу сейчас. Кто ведет. Якутск забил в самом начале. Можете перемотать, посмотреть. Так, 0-1 получается, потому что Жатай у нас записан первым. Зубарев бьет, но мимо, выше ворот. Чикир вперед. Нет, Козырь теперь мяч. Козырь пас отдает. И отсюда удар. То ли заблокирован, то ли удар не получился. Да, отворот. И Каурдаков. Каурдаков на дальнюю. Оттуда удар, но мимо. Не получился удар у Ивана Калачикова.
А скамейка у Якутска очень длинная. На 3 состава наберется. Второй номер бьет. Кислицын Алексей. Да, спасибо большое. Алексей Кислицын. Номер 2. Его в составе... Да, вообще не было, оказывается. Выпускал он первую встречу города Якутска. У Якутска сегодня 2 игры. Да, смотрите в расписании. Я сейчас запишу, конечно. Чуть время будет. О, падает номер 9, но фол не зафиксирован. Да, лежит номер 9. Ужатая. Пушкарев Яков. Да, времечко есть. Давайте запишем. Номер 2. Кислицын. Алексей. Да, пожелаем здоровья Пушкареву Якову. Надеемся, все хорошо с ним. Заморозку сделали. Возможно, потребуется замена. Да, пошел заменяться Яков. Фол все-таки поставили городу Якутску. Ведерников. Сюда. Нет, отбегает мяч. Юргин Денис. Соколова. Тоже пас. И возвращает. Нет, не получился удар. Симкан идет вперед. Номер 2. Ужатая. Прокопьев Андрей. С мячом. Дальний удар. Симакан. Но мимо. Калачев еще не выходил на поле. Легенда якутского футбола. Ветеран. Также есть ветеран. Умеренных глазов. Мансур. Баракшин вроде Мансур. Следующим играет, тоже можете посмотреть. Все есть вот по ссылке. Сейчас я посмотрю, конечно. Вот, чтобы в следующий раз все знать. Алдан против Минова играет. Братья Плотские будут вступать в игру. Против команды Мирного. Никита Никитин. И, конечно же, Игорь Кайсаров. В Алдане. Лидер команды, капитан команды. И все, и тренер. Тоже очень опытный игрок. Счет, да, в комментариях чуть повыше. Якутск забил в самом начале игры. Перехват от Максима. Пас отдает. Лично 17 номер бьет. Не точно. Хороший пас. Курдакова. Курдаков головой зарабатывает. Двенадцать 30 осталось еще. Ровно половина первого тайма.
Якутск пока что до этого матча с крупным счетом всех своих соперников побеждал. Команду Ленска. И команду Алдана, да. 6-1 и 5-1. А у Житая было 2 ничьи со счетом 0-0. Они сыграли против команды Мигнова. И со счетом 2-2 сыграли с командой Алдан. Потом вроде бы уступили Ленску. Вот все счета есть вот тоже в ссылочке. С компьютера это очень удобно. В одной игре открыть, в одном окне открыть игру саму, а во втором окне уже открыть и смотреть там расписание, идущие счета, таблицу, составы команд. Также там есть ссылка на записи матчей. Каурдаков бьет, хотел перекинуть вратаря, но вратарь на месте. Каурдаков забирает мяч и 10 номер мимо Чекир. Смог переиграть вратаря с близкого расстояния. Пас назад. Козык с мячом. Заброс вперед. Александр Козык получает мяч. И нужно переигрывать. Нет, вратарь. А пока что лучший вратарь турнира. Всего лишь 1 или 2 пропущенных мяча. Дальний удар. Не точно. И Каурдаков. А нет, это вот Сокол. Кислицын. Кислицын, да. Не смог переиграть. Вот видите, вот на левом углу экрана, да, это игроки уже Алдана. Готовы вступать в игру. Неточный пас Александра Ланга. Зубарев. И вот Пушкарев, который снимался после той травмы. Пас назад. И Ведерников некому отдавать. Дает назад. Максимка начинает атаку. Николай Ведерников отправлял пас вперед, но перехватывает мяч Кислицын Алексей. Да, заявки можно вот много фамилий вписать в общей заявке, но на матч вот заявки уже количество ограничено. По-моему, 14 человек можно записать максимум. Пас налево. И с самого начала, как только вот выпустили мяч, Житай вот разыгрывает 5-го игрока. Но это опасно. Вот Каурдаков сейчас может наказать. Нет, не попал. Смог он перекинуть последнего защитника, которым сейчас был Максимка. Александр Козырь назад скидывает. Дальний удар, мимо. Закидушка неточная на Николая Ведерникова. Зубарев начинает. Чекир. Зубарев с мячом. Каурдаков ошибается в приеме. Ведерникова прессингует.
Да, приходится мяч ему выбивать в аут. Счет 1-0 все еще. Якутск ведет. Перехват Максима. Чекир. Не нашел он пас на Дениса. И Денис на дальний удар. И угловой. Наносил удар Калачиков Иван. Закидушка. И Максим Кан. Судит встречу Данилян Карен на дальней бровке. И на ближней бровке я вот не знаю. Калачиков дает пас на Кислицына. Кислицын на Юргин. Еще Рудых Максим вот вышел. 11 номер. Юргин. Да, хорошо держится мяч у столичной команды. Дальний удар. И в атаке приводит мяч в перекладину. И оттуда уже мяч уходит на угловой. Пас. Хорошо. Максимка. И заброс сразу на Александр Козырь. Александр Козырь на левом фланге. И угловой. Мальчиков Илья. В защиту успел двинуться. Ну-ка. Вышел пятый полевой игрок. Александр Ланг. Место вратаря. Центр перехвачен. Александр Козырь. Ланг. Прессингует номер 3. И пробить. Нет, спасает команду Александр Ланг. И выбивает мяч. Обязательно приходите на стадион. Болейте за свою любимую команду. И в 3 часа не пропустите. Если есть возможность, обязательно приходите сюда. Ниже Бестях, спорткомплекс Парус. Заречный дерби в 3 часа будет у нас. Да, места лучше занимать заранее. В всех матчах миринцев практически аншлаг, а против закадычного соперника, против команды Усалдан, обязательно, конечно же, будет полный аншлаг. Ух ты! Хороший гол, забивает номер 3. Так, номер 3 это у нас Ефремов Александр. Александр Ефремов. Алдан играет после этого матча. В расписании есть вот тоже в ссылочке. Еще раз напоминаю. Нажмите вот на ссылочку, тогда откроется там файлик. И там есть вся информация. Таблица, расписание, составы. Даже ссылки на другие матчи. Ух ты! Ошибается в приеме. Ой-ой-ой! 2 человека прибежало. И бьет 5 номер. Каурдаков, но мимо. Раздобаров пока сам не хочет играть. Вот. Как видите, вот в красной кофте он стоит. И, по-моему, даже в тапочках. Да, сегодня он бутсы не взял.
А скамейка очень короткая. Ужатая сегодня. Да, вот ребята с Мирного уже пошли переодеваться. Следующий матч. Мирный против Алдана. Ведет 2-0 команда из города Якутска. Зубарев ошибается. И назад скидывает. Слицын. Уже на Каурдакова. Снова Слицын и бьет он выше ворот. Так, как видим, Алдан уже переоделся. Вот он. Хорошо побежал Максим. Отбирает у него мяч. Пушкарев. Центр. Тут Ведерников. Пас вперед отлично. А второй номер не смог принять. И владение переходит к команде города Якутска. 40 секунд до конца первого тайма. Головой забивает Чекир Илья под занавес первого тайма. И перерыв берет Растабаров. Да, давайте в это время запишем счет 0-3. Вот тут трансляции, еще раз напоминаю, внизу вот можно нажать вот сюда, под таблицей, под видео, и откроется вот такой файл, где вот есть все результаты матчей, таблица, расписание, есть ссылки на сами матчи, вот здесь ссылка вот синими, есть также составы вот во второй вкладке. Ставу потом еще дополню. И 24 секунды у нас осталось до конца первого тайма. Ланг с мячом. Пушкарев принимает мяч. Бьет. Вратарь спасает. И 10 секунд до конца. Успеет ли? 6 секунд. 4. 2. 1. Время. Не успели они развести. И перерывчик. Так, давайте посмотрим на таблицу. В группе А уже завершила свои игры команда Горного. А Якутск вот прямо сейчас ведет уже тая 3-0. У Якутска победа над Ленском 5-1 и над Алданом 6-0. Да, пока что лидеры по голам Якутск, и по пропущенным тоже. Лучшая защита, лучшее нападение. Четвертое, пятое место, как видите, будут играть между собой. Ну и получается вот такая групповая система. И уступивший там уже в четвертых, пятых местах
будет вылетать во вторую лигу. Вторая лига у нас начнется 8 марта. Жеребьевка будет 7. Обязательно записывайтесь, приходите на жеребьевку. Выставляйте команду своих районов. Шанс попасть в первую лигу. Вот музыка играет, из-за этого, кстати, по-моему, страйк кидается, и вот из общего доступа пропадает трансляция, видеозаписи. Но не пропадает вообще из YouTube, так что по ссылке можете всегда найти. Так что ссылочку вот эту сохраняйте себе. Можете потом всегда посмотреть все матчи. Начинается второй тайм. Якутск в синей форме ведет 3-0 у команды Житая в белой форме. Матч сибирский Медведи Горный на канале. Если его не видно, то вот тоже по ссылочке в описании посмотрите. И там есть вот ссылка на матч после результата игры. Я уже показывал. Да, потом напишите, нашли ли, видно ли. Возможно, вот я говорю, страйк кинули и видео не для общего доступа. Симкан с мячом. Напомню, Горный уступил студентам со счетом 4-3. Чисто на мой взгляд, субъективный. У Горного, по-моему, не хватило скамейки. Да, короткая скамейка была, мало игроков на замене. У студентов там достаточно было на 3 состава. И поэтому все были свежие. Вот ребята играют уже 4-й матч за 3 дня. И, конечно, поэтому подустали. Лежит игрок там. 13 номер. У Житая и 12 номер у города Якутска. Не видать доктора. Калачиков Иван травмировался, 12 номер. Житая. По-моему, там номер какой был? А, Николай Ведерников. А, к сожалению, травмировался. Ну-ка, 3-й номер перехватил и... Ой-ой-ой, пяткой хотел уже забить номер 11, Гудых Максим. Но вот не попал по мячу. Ошибается в передаче Александр Козырь.
доктор подошел. Будет оказывать помощь. Пас вперед. Соколов падает. Но фола нет. Там Даниэлян все видел. Через вратаря. Ой, падает вратарь, соскальзывается. Соколов разводит. Линия. Закидушка вперед. Александр Козырь не дотягивается. Захарченко Владимир. Лучший вратарь пока что турнира. Всего лишь 2 гола пропустил за вот предыдущие игровые дни. Но турнир еще продолжается, так что вполне любой другой вратарь может стать, получить награду, так называемую золотую перчатку. Никита Зубарев выходит. Также Каурдаков. Так, Кислицын Алексей. И Юргин. Нет, это Чекир Илья. Вот, Чекир Илья. Зубарев. Пас отдал. Соколова. Соколов. Дальний удар. Но мимо. Ворот. Да, запрессинговали столичные футболисты. Там Александра Козыря. Но теперь сами ошиблись при розыгрыше аута. Если есть время и хотите посмотреть хороший футбол, обязательно посмотрите вчерашние матчи. Последний матч вчера, допустим, просто нечто был. Жаркий матч был. Там, с красной карточкой, с разными спорами, с красивыми голами. Среднеколымск против Усалдана. Также четкий матч был. Горный против Мегина Канглас. Тоже обилие красивых голов. Это матч речь потерял. Ланг не успевает. Чекир гуляет Зубарева и аут. Шкарев. Закидушка вперед неточная. Еще в стеночку сыграл Зубарев. Чекир бьет и на дальней. Соколов. А нет. Кислицын, то есть. Кислицын Алексей не смог переиграть вратаря. И от ворот. А у Жатая, видите, тоже только 3 замены. Нет, травмы получили игроки. Было побольше.
Хороший удар от Пушкарева, но не точно. Не смогли пока размочить счет. Счет 0-3. Чекир. Кислицын. Зубарев. И Каурдаков. А практически любой из игроков столичной команды может исход встречи решить. Бьют с обоих ног четко, сильно. Настоящий профессионал. А ребята, которые занимаются футболом каждый день. А многие игроки, кстати, да, Якутска являются тренерами детских юношеских футбольных школ. А если придете вот, напишитесь, вот, попадете вот на таких хороших футболистов, тренеров. Центр. Зубарев. Пас не получился. И контратака. Пушкарев. Ведерников. Пушкарев. Точно. И Зубарев должен переигрывать. Нет, вратарь спасает угловой. Счет в комментариях есть, да? Вышел Ефремов Александр, номер 3. 11-й, Рудых Максим. Соколов входит. И Юрген Денис. Закидушка вперед на Соколова. Соколов нет, не смог остановить мяч. Александр Козырь прессингует его. Хорошо, избавился от опеки Симка. Может пас отдавать. Якутская форма, да, сине-черная. Какая-то золотая форма тоже есть. Вот сегодня они решили играть. В Якутска, по-моему, кстати, да, сегодня 2 игры, так что не удивлюсь, если форму поменяют после этой игры во второй игре. Неточный пас Николая Ведерникова. И аут. Хороший пас вперед. Соколов. Нет, не фалит. Судья промолчал. Ну-ка, 2 в 1. Пас. Нет, прерывает Евгений Денис. Перехват. Максимкан бьет. Не точно.
Якутск плетет кружева из пасов. И все ближе и ближе подходит к воротам Жатая. Оу, штангу попадает. Евгений Денис. Хорошо обыграл боих. И нанес удар. Ходит на левый фланг, бьет, а мимо. Отличный пас вперед пошел. Кислицын пасы дал в центр, но никто не прибежал. Ведерников с мячом. И Козырь. Заброс Максим. Под левую уходит. И левой с острого угла. Каурдаков. Отбирает мяч у него. Николай Ведерников. О, Николай Ведерников. Прострел не получился. Александр Козырь. Назад. Отсюда дальний удар номер 17. Гретин Александр. И отворот. Надо поправить надо штангу. Олег Михайлович Марченко решил тоже разыгрывать пятого. Ну, скорее всего, тут нет спортивной составляющей. То, что надо забить больше и так далее. Просто надо потренировать такую тактику. А вдруг придется отыгрываться в полуфинале или в финале. Поэтому вот нужно быть готовым, чтобы все игроки знали и умели, как нужно разыгрывать пятого. Вот так спокойно распасовывается. Очень неприятно против такого защищаться, потому что большинство их там нападает. А нападать нужно тоже очень аккуратно, потому что любая потеря, можно получить мяч в пустые ворота свои. Вот перехват как раз таки тот самый. И отсюда Козырь может забить. Забивает Козырь. Александр Козырь размочил счет. Счет становится 3-1. Ну-ка. Все, он продолжает гнуть свою линию. Футболисты города Якутска. Несмотря на то, что вот обожглись уже при потере мяча. Но еще при потере соперник еще должен умудриться забить с дальней дистанции, потому что не так легко это сделать. Вроде кажется, ворота пустые, но нужно еще перекинуть защитника последнего. Время идет между тем. 7:40 осталось до конца матча. Да, город Якутск может бесконечно так пасоваться. Оу, ошибается Зубарев. И Байтак все еще участвует в прессинге. Не стал возвращаться в ворота. Каурдаков. Оу, больно.
Гретину. Давайте в это время мы запишем счет. 1-3. Жатай забил в пустые ворота. Кауртаков. Зубарев. Пас на дальнюю. Там Кислицын был. Рыгнулся Кауртаков в ворота. Ланг. И шанс. Нет, не смог ударить. 10 номер. Зубарев пробовал ударить. Побежал в атаку. Ошибается. Илья с мячом. Максима. Молодых Максим. Пас отдает Александр Ланг, но не точно. Зубарев. А качество, проверьте свой интернет. Пока что вы первый, кто говорит о качестве за этот матч. Потому что в начале трансляции мы все исправили. На качестве 720 я проверил. Этот ноутбук тоже есть. Пас вперед неточный. И осталось у нас 5 минут играть. Ведерников. Козырь. Вот же Пушкареву. Нет, пяточки. Закидушка на Якова. Яков Пушкарев не успел на мяч, потому что вратарь пошел на перехват. Хорошо принял. Пушкарев. Ну-ка. Успевает его накрыть. Падают игроки. Один стало пополам. Ведет Якутск. Неточный пас на Каурдакова. Угловой. Счет вот в комментариях чуть повыше 1-3. Соколов. Закидушка неточная. Два 30 до конца встречи. И у Якутска маячит
Первая некрупная победа. Ну, Жатай молодцы, хорошо играют. Вот в этой группе, да, еще ничего не ясно, кто же займет второе место. Якутск уверенно занимает пока что первое место. Если в той группе уже первое и второе места определены, то в этой еще все туманно. Обязательно приходите в спорткомплекс. Если не сможете прийти, подключайтесь. Подписывайтесь на наш канал. Не пропустите встречу в 3 часа. Решающую встречу в первой группе. Усалдан против хозяев поля Мегина Кангласа. Минута 20 чистого времени. Минута 0,5. Последняя минута матча. Да, активно не прессингуют. Игроки Жатая дают разыгрывать. Угловой. 49 секунд. И тайм-аут. Берет команда города Якутска. Олег Михайлович берет перерывчик. Ну-ка. Осталось 49 секунд до конца матча. Счет по-прежнему 3-1 в пользу города Якутска. Пытался ударить Юдгин. Чукарев отправляет мяч вперед. И точно. И Соколов. Дальний удар. Мимо. О, лучше посмотреть вам самим. И посчитать. Вот прямо сейчас на память я не скажу. Таблица есть в описании видео. Зайдите, пройдите по ссылке. И там есть результаты всех встреч, ссылки ко всем матчам, составы команд, расписание матчей, таблица. Все есть. Козырь хотел сыграть. Пяточка, 17 секунд до конца. Ведерников. Три секунды осталось до конца. И время. Поздравляем команду города Якутска с очередной победой. Третья победа. И у них еще матч будет после этого вечером. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь, подписывайтесь. Следующий матч у нас Алдан против Мигного.